Снова кошмар. Да. 90-е сняли фильм «Вспомнить все». Актеры, атмосфера, сюжет, вот это кино. Что-то новое, для глаза непривычное, покорило многих, и сборы были отличные. 21 век, а на афишах вспомнить все. Что же это, ремейк или другое кино? Американские критики картину разорвали, теперь я оценю ее вместе с вами. Говорят, что не ремейк, но очень похоже. Правда, Марса, увы, нет, и мутантов тоже. Колония, федерация, между ними борьба. Ветка метро теперь вглубь земли до ядра. Вопрос героя, кто же я, так и не раскрыт. Интрига есть только в начале, а потом слив. Если идешь на фантастику, огорчу я тебя. На хороший боевик ты взял себе места. Что касается сюжета, слишком предсказуемый. Если есть о чем подумать, только лишь о сумме. Бюджет равен сборам первого фильма. Теперь ждем, окупится ли эта картина. Куда же делось 200 лямов, вполне понятно. Визуализация мира выглядит в порядке. Гаджеты новые, типа мобильник в руке. И кольца на шею одел, и ты уже не Quake. Спецэффекты, перестрелки, постановка боя, погони на аэромобилях и многое другое. В этой части фильма на 5 все. Экшен получился, но ждали не только его. А что насчет актеров? В целом хорошо. Кейт показала нам, что же такое зло. Вместе с Джессикой она сыграла отлично. Колин Фаррелл подключился, вышло феерично. Как вы и хотели, ее показали. Да-да, ту самую проститутку с 3 грудями. Актриса, конечно, другая, у той уже не те, но идея дышит, жаль, что руки всего 2. Подвожу итог и ставлю 6 из 10. Не удалось им первую часть все же обойти. Если идти и смотреть, то из-за эффектов. Это рэп-кинообзор, хороших вам уикендов.